Готовят тувинский традиционный чай следующим образом. На огонь ставится кастрюля с водой. Тут же добавляют зеленый чай. Ну, еще чуть-чуть добавим. Доводим до кипения. Пока вода закипает, я вам расскажу немного об истории чаепития в Туве. Издревле тувинцы покупали чай у китайских купцов. Так и называли его кадат-чай, китайский чай. Или по-другому сарык-чай, желтый чай. Помимо плиточного зеленого чая, у тувинцев было принято готовить чай из местных растений, например, из стебля ревня или плодов шиповника. Вода у нас кипела. Теперь можно добавить молоко 1 к 1. И еще добавляем. Затем перемешиваем методом сарар для улучшения вкуса. После того, как наш чай вскипел, необходимо добавить соль. Так, и еще чуть-чуть. Затем добавляем топленое масло. И опять методом саарар перемешиваем наш чай. По тувинской традиции чай принято наливать в пиалы до середины. То есть до краев мы не наливаем, чтобы гость мог дольше задержаться в гостях. Чай для тувинцев был не только напитком, но и пищей. Он насыщал и утолял жажду. И в болезни помогал быстрее выздороветь. Пейте, пожалуйста. Спасибо. Арға кірген кеше саат тайнар, алға кірген кеше аяқ ризрар. Кто в лес войдет, тот серу жует. Кто в аал войдет, тот чай пьет.